Повторно. Ну, жеті адам болды. Жеті адам. Үшеу қаза болды. Себебі не? Себеп? Технический проблема болды, интероперационный. Эмне технический проблема? Биринчи орын. Ну, кичинекей серемон чубарыш кичинекей болуп атат. Жоқ, кичинекей орун менен талапка жооп бере берип атам. Аппаратыңа, охлаждение, башкасы. Аппаратыбыз бар, пока олар бар, жетишти пока ушуга чейин биз өзүбүз операциялап жүргөн. Ким бул жерде чет өлкөдөн келген врачтардын башчысы ким? Чакырса бар. Здравствуйте. Проходите, проходите. Я приглашаю вас. Вообще президент надо говорить. Вы главный здесь, да? И вот Александр Головенко, он с Украины. Очень приятно. Меня зовут Виталий Дедович, я белорус, который всю жизнь работал в Беларуси и 8 лет назад стал работать доктором НОИК в американской организации как главный хирург. С радостью посетили ваш центр, ну и, соответственно, все просят сказать, что здесь, какие проблемы. Вы сколько операций сделали до сегодняшнего? 7 операций. 7 операций. Из них 3 уже умерли, да? 3. К сожалению, мы потеряли 3 детей. В чем причина? В чем было? Условия не то, или реанимация не отвечает требованиям, как? Открыто говорите, открыто. Я пришел для того, чтобы решить вопрос. Если какие есть проблемы. Одна из проблем в том, что у некоторой патологии мы обнаружили на операции не то, что ожидали. То есть патология была сложнее, чем мы ожидали. Причина в этом, почему мы не увидели, наличие только одного УЗИ-аппарата, который здесь существует. Этот УЗИ-аппарат сейчас занят на 2-м этаже. Он старого образца, и это неприемлемо, если в кардиохирургическом национальном центре только один аппарат, который находится в приемном покое. То есть должен быть аппарат здесь, и в любой момент, если этому ребенку сейчас станет плохо, я должен звать тот аппарат. А вот там сейчас... Поднимать сюда, да? С 3-го этажа сюда. А там сейчас 24 ребенка, которых мы смотрим и записываем на следующие дни операции. То есть один ребенок, который у нас умер, он умер от того, что интраоперационно мы нашли более сложную патологию. Я предполагаю, то есть я допускаю, что причина в том, что диагностика была не в полном объеме, потому что УЗИ-аппарат. Один ребенок у нас развил молниеносный сепсис, то есть инфекцию. С этим, то есть у этого ребенка произошло хирургическое осложнение, интраоперационное, такое бывает в хирургии. Однако мы с ним справились и перевели ребенка из операционной в отделение. В отделении он провел ночь относительно спокойно, но на следующий день его гемодинамика, давление начало падать, мы начали вводить все препараты и увидели ответ на инфекцию. Вы предположили, что это инфекция. Причина для инфекции. К сожалению, здесь нету, собственно, стерилизационного зала, где нужно стерилизовать инструменты. И они вынуждены отправлять эти инструменты на автомобилях в другую больницу. К сожалению, мы имеем только 3 хирургических набора. Все понятно, да, теперь понятно. Это другая база. Сколько уже работаете? 2 месяца, да? Здесь? Да. Нет, мы приехали только 5 дней. 5 неделю. Да. Sen qancha жолу келдің үш жерге? Birinchi жолу келіп атасың ғой? Неге birinchi жолу келесің сен? Неге мындай проблема болып жатса, неге сен birinchi жолу келесің бияққа? Тревога ұрып келбейсің, мен сені кабинетте отырып едім білем, қыдырып іштегін деп, қанша болды іштегеніңе сен министр болды? 2 ай, 2 айдан не? Кіріп еле кабинетіңе көчігін жауышып қалды бұл креслоға сен. Шешпейсің олардың просьбасын, проблема болып жатқандай, не? Кішкенекей балдар өліп жатса мояқта, сен кабинетіңде отырасың. Айтпайсың проблемалар. Мен саған не деп айтып жібердім мен, қойдым мен министр болып. Проблема болса дарау келіп айтып тұр, моментально шешіп тұрам деп едім. Мындан артық не жұмысың бар сен, не? Же бар ма башқа жұмысың сен артық? Жоқ, бұл центрге келген, бұл врачтар... Жоқ, сен мо жерге келген жоқсың да, мо жерге. Шу жерге. Чақырса келбейді екенсің, чақырып атса да, аяқта проблема мұрдатан бері деп. Мұрдатан бері екенін білеміз, 30 жылдан бері проблема. Шешпейсің сен. Маға келмейсің егер сенің алың жетпесе. Немедленно азыр 3 күн, 2 күн срок, бүгін ертең.
полностью могу жерге эмне керек бардығын таап берген. Аппаратураны берген. Полный күчтүн баарын ушул жака жумшаган. Жок бакчаң министрликте айтмаган. Таап беребиз источник. Өз сенин жолуң болсун. Выговор сага менен. Давайте немедленно бүтүрүлөт. Жашайсың бул жерде. Түшүндүңбү? Качан проблема бүттү дегенден кийин анан ушул жерден кетесиң. Кабинетте отурба, мояка жаша келип тур. Бүт барын контролдоп, бүт оборудованияны алып мен Москвадан келгенде кийин киребиз. Анан эгерде дагы жетпей баратса анда кетесиз.